выборов они будут тянуть одеяло на себя, стараться, чтобы больше показывали, больше освещали. Но мы с вами должны понимать, что это может привести, это только обратный эффект. На выборах все кандидаты и партии равны, говорят на заседании избиркома. В зале собрались представители региональных ТВ и печатных изданий. Задача не допустить нарушений в сфере СМИ. Ни один материал не должен выходить или выпускаться предвзято. Главное – нейтральность и максимальная информативность, отмечает председатель избирательной комиссии Ингушетии. Люди начинают думать, так, этому кандидату, этой партии, здесь все специальные какие-то у них для них условия создаются. Уже в самом начале кампании уже нет равенства. Поэтому нельзя допустить, чтобы люди именно так расценивали действия. При освещении материала необходимо показывать работу всех партий одинаково, не выделяя кого-то отдельно, заявили на встрече. За всем этим пристально будет следить Роскомнадзор совместно с прокуратурой. Однако не всегда все партии хотят сотрудничать со СМИ, отметили на заседании. Некоторые региональные отделения партий не очень активно отзываются на просьбы средств массовой информации выступить со своими предложениями, участвовать в передачах там, и так далее. Но тем не менее, такая работа будет организована. В Ингушетии одновременно будут выбирать депутатов в Государственную Думу и в Народное собрание. Выборы в Думу будут проходить по смешанной системе. Будут партии выдвигать федеральным списком кандидатов в Единую Россию. По этому методу будут избрано 225 кандидатов в Государственную Думу. Кроме того, вся территория нашей страны будет разделена на 225 одномандатных округов, и от этих округов по одному депутату также будет избираться. В регионе, к примеру, будет образован Ингушский одномандатный избирательный округ. Что касается выборов в Народное собрание, то они будут проходить по пропорциональной системе. В выборах будут участвовать только политические партии. Сейчас мы на сайте разместили название 17 региональных отделений партий, которые могут участвовать в этих выборах. И, в принципе, ожидаем, что многие из них примут участие. Всего в Народное собрание будут распределены 32 мандата. Выборы в Госдуму и региональный парламент будут проходить 3 дня с 17 по 19 сентября для соблюдения эпидбезопасности. Агитационный период для кандидатов партий со дня выдвижения возможен вплоть до 16 сентября включительно. Селимхан Кулоев, Магомед Дидигов, Новости 24.